4 мужика в балаклавах со стволами кричат, что ты сука, наркоманка, тварь. Я жутко перепугалась. Я реально не понимала, что происходит в тот момент. Я говорю, я никого не вызывала. И побежала прятаться в ванную. Вижу лицо человека в балаклаве и на меня ствол. Вітаю, з вами Валярина і проєкт «Білорус Білорусу». Він для тих, хто має потребу в підтримці і для тих, хто хоче і може підтримати. За час існування програми ми, дякуючи вам, нашим глядачам, допомогли більш за сотні наших героїв. Серед їх як і сім'ї політв'язнів, так і репресовані білоруси. З Білорусі, України, Грузії, Литви, Польщі і інших країв. Ви бачите тільки маленькую частку нашої праці на екрані. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашими героями і з тими, хто хоче їм допомогти, з вами, нашими глядачами. Моя героиня сёння – Дыяна. Яна запомнілася на беларускіх пратэстах як дзяўчына з рожкамі. Вельмі яркая і незвычайная знешнасць. Яна падчас пратэстаў жыла ў Маскве і працавала. Але яе так узрушыў гвалт сілавікоў і збітыя беларусы, што яна прыехала ў Менск, каб падтрымаць свой народ, сваіх беларусаў. За гэта ў выніку яе арыштавалі і асудзілі. Вышыўшы з турмы, яна эвакуявалася ў Польшчу, дзе ўсё трэба пачынаць спачатку і аднаўляць псіхалагічнае і фізічнае здароўе і набываць новую прафесію. Дыяна марыць стаць майстарам тату ў Польшчы. Давайте паслухаем яе гісторыю. Дыяна, ты 8 гадоў жыцця правяла ў Маскве. Што цябе ўвогуле змусіла туды з'ехаць? Што цябе закінула туды? В 2015 году я переехала в Москву, потому что на протяжении года, после того, как я закончила университет, я не могла найти работу в Минске. А з чым звязваеш? С моей внешностью, конечно. Рожки? Да. Рожки, ушки, язык, волосы. Ну, в общем-то, много всяких приколов у меня было и уже в тот период времени. А у тебя тоннели и блакитные волосы? Да, голубые волосы, тоннели. Я носила яркий макияж тогда достаточно. Мне не казалось, что я выглядела как-то странно, но мне и сейчас так не кажется, справедливости ради. Ну, органично вообще. Да, но работодатели почему-то так не думали, к сожалению, поэтому очень часто мои собеседования заканчивались, не успев начаться, хотя я сделала резюме со своей фотографией, чтобы ни у кого не отнимать времени, ни у себя, ни у работодателей. Вот, пожалуйста, вот я, вот мои навыки, вот так я выгляжу. Вот. Но я пыталась устроиться на работу в общепит, как бы какие-то такие вещи. А в Москве сразу устроилась на работу ночным заготовщиком, опять-таки, в общепит. Потом там же я стала бариста, ну, в общем, все это кафе, веганское кафе. И также я нашла работу, которую совмещала с этой. Я очень хотела работать продавцом в магазине для взрослых. Мне очень была интересна эта тематика. Мне тогда был 21 год, и я как бы открывала для себя тогда вообще, в принципе, вот мир чувственности, секса. Мне это было очень интересно, да, получилось. Ну, ты эксперт уже в этом, да? Ну, уже давно, я бы сказала. Нет, я действительно очень неплохой продавец. Вообще, в целом, так вышло, что я потом 8 лет занималась продажами. Но в определенных сферах. Если сфера мне интересна, значит, я могу в ней работать успешно. Вот. И, ну, собственно, да, я нашла работу в секс-шопе, как и хотела. У Москве у тебя была любимая праца, жыццё, якое ты хотела. Что тебе змусило вернуться в Беларусь? Начались протесты в Минске. Я узнала об этом из новостей. Конечно, все СМИ на тот момент пестрили фотографиями, записями, ужасными историями о том, как людей избивают, калечат, насилуют, унижают. Я была в ужасе. Да, я жила в Москве, все было прикольно, но я всегда идентифицировала себя как белоруску. Ну, Беларусь для меня это не какое-то пустое место, это страна, в которой я родилась, и я всегда хотела для нее только лучшего. И когда я читала эти новости, ну, мое сердце просто разрывалось, я была в ужасе от этой несправедливости, от этих ужасов, которые происходят там, и я поняла, что я не могу оставаться в стороне. Ну, сначала в первые дни я выходила с пикетами к белорусскому посольству
в Москве. И как только у меня получилось, я взяла отпуск на работе и поехала в Минск, чтобы принимать участие в протестах, чтобы быть рядом, быть там. Я чувствовала, что я должна быть в Беларуси сейчас. И я участвовала во всем, в чем можно было тогда. То есть даже на марше пенсионеров я ходила, чтобы их поддержать. И, на самом деле меня это очень восхитило, что даже пенсионеры наконец-то. Это было вау просто. Вот, но в целом все достаточно так мирно для меня заканчивалось. Але ў выніку тебе все ж таки затрымалі. Як гэта атрымалася? Это произошло в 23-м году. Я вынуждена была вернуться в Минск, вернуться в Беларусь для того, чтобы поменять паспорт. Границу пересекла спокойно. Это, кстати, меня подрасслабило, наверное, зря. Задержали меня на следующий день после моего приезда в Минск дома у бабушки. Я оставалась у бабушки ночевать. Я вообще, когда приезжала в Минск в гости, я обычно оставалась у нее. Бабушка говорит, я пойду сделаю тебе ключ, дубликат, чтобы ты могла заходить домой. Это около 11 утра. А я вся такая еще без одежды, лежу, собираюсь в душ, что-то там, валяюсь в постельке. Говорю, да, хорошо. Бабушка ушла, и через какое-то время начинают стучать в дверь. Я подошла, посмотрела в глазок, увидела какие-то оранжевые одежды. До сих пор не понимаю, что это было. Я решила, что это коммунальщики. И не стала им открывать, чего я не хозяйка, я им какую информацию это, в принципе, могу дать. Думаю, подождут бабушку, она им все расскажет. И все, пошла дальше лежать спокойно. Они опять стучат. Думаю, вот настырные коммунальщики попались. Господи, сейчас так смешно это вспоминать, серьезно. Они начинают стучать жестко. Я понимаю, что что-то не так, что это никакие не коммунальщики, скорее всего. Они начинают стучать и кричать. Я понимаю, что я вообще без одежды. Я жутко перепугалась. Я реально не понимала, что происходит в тот момент. Хотя, наверное, стоило бы предположить. Факт в том, что я на 5-м этаже, балкона нет, никаких путей к отступлению нет. Стучат, ломают дверь, я жутко напугана, не понимаю, что мне делать, мечусь по квартире, забываю напрочь абсолютно о существовании моего мобильного телефона, каких-то вещей, просто у меня паника. Я даже ментам позвонила, или, как лучше сказать, в милицию. Серьезно, это очень смешной момент, мне кажется, об этом стоит. Она тебя выратовала от силовиков. Серьезно, я позвонила ментам и говорю, мне ломают двери. Я не понимаю, что происходит. Они такие, а мы никого к вам не посылали. Я, боже, что происходит? Да, я понимаю, это смешно, конечно, все забавно, но я тогда была в таком ужасе, что вот реально вот так у меня работал мозг. Я говорю, я никого не вызывала. И побежала прятаться в ванную. Это тоже достаточно забавно, потому что, они выломали металлическую дверь, и вот эта деревяшка, конечно, не могла их остановить и как-то меня спасти. Но когда тебе угрожает опасность, и тебе хочется просто подсознательно забиться в какой-то маленький, куда-то поменьше, чтобы видеть путь. Нерационально. Как тебе будут поступать, да. И я схватила перцовый баллон, я его ношу, чтобы защищаться просто. Схватила перцовый баллон, натянула на себя бабушкину сорочку, такую в цветочек просто розовую. У меня еще косички были такие заплетены вот здесь. Я говорю, это просто очень смешное было задержание. Страшное, но просто киношка, да. И я, значит, в этой ночнушке в цветочек с косичками, с перцовым баллоном. Я прям залезла одной ногой в ванную, то есть просто подсознательно ты хочешь быть намного дальше. И, значит, стою. С перцовым баллоном бабули начнутся в ванной. Да, одной ногой в ванной, другая осталась снаружи почему-то, я не могу это сейчас объяснить. И по звукам я слышу, что в этот момент они сломали дверь входную. И буквально через несколько секунд они выломали и эту деревянную дверь. Я, конечно, в этот момент уже понимала, что происходит, что вряд ли это ошибка, а, скорее всего, это за мной. Вижу лицо человека в балаклаве, и на меня ствол. Просто я просто как Бонни, не меньше меня со стволами, винтят какие-то люди в балаклавах. Это просто, конечно, я была очень впечатлена. И все, они начали меня крутить, сразу заковали руки наручниками за спиной, потащили меня в комнату, начали там тягать по ковру, лицом тыкать в пол. У меня еще и рожки мои, это вообще чертовски все неприятно, конечно. Вообще неприятно, когда ты девушка в одной бабушкиной ночнушке, 4 мужика в балаклавах,
со стволами, кричат, что ты сука, наркоманка, тварь, там просто, там такой порожняк изо рта начал литься. Ну, знаете, да, губоповцы же все-таки самые интеллигентные силовики Беларуси, так что там просто все, вот вся помойка. Я вот так, просто лицом вниз, меня, значит, дергают, тягают, оскорбляют. Я в ужасе. Я пока сидела, вытягивала шнурки, ну что, они сказали, что они мне больше не понадобятся. Я тогда уже расплакалась. Ну, так я до этого была прям на адреналине, ну, как бы, знаете, крутят, там, оскорбляют тебя, я просто вся вот такая. Но я понимаю, что сейчас вернется моя бабушка, дверь в квартиру выломана, меня нет, разруха, у нее больное сердце, ну, я реально очень начала за нее переживать, и попросила позвонить, чтобы ей позвонили, хотя бы сказали вообще, что произошло. Да, один из них согласился, позвонил ей сам, и я слышу, что она в подъезде уже. Ну, дверь-то выломана, я слышу. Они, получается, меня вводят. Я на лестничной площадке как раз встречаюсь с бабушкой. Ну, выводят они меня в браслетах уже, естественно. И мы так с ней глазами встретились. Ну, я вообще не нашлась, что ей сказать в тот момент. Ну, какая она мне, собственно. Слухай, на бабулі адбілася на її здоров'я той, що з тобою відбулося? Ну, она в целом не очень здоровый человек, конечно. Я не могу сказать, что вот из-за этого ей там стало сильно хуже. Ну, конечно, она литры слез пролила и там десятки бессонных ночей, и наверняка в молитвах проводила. Ну, даже бабушка. Написала мне письма в тюрьму, очень трогательные. Да, она очень меня любит, она наверняка очень сильно за меня переживала. Ну, мне дали 3 года химии в итоге. Но, учитывая, что происходит в Беларуси, какое беззаконие творится, и что силовики делают все, что хотят, я уверена, что сидела бы, что меня бы отправляли на Окресте, но в итоге отправили бы в колонию просто. Калі мы побачилися з тобою толькі пасля твоей эвакуацыі, я памятаю твае спалоханыя вочы і той момент, што ты вельмі перажывала за бабулю, якая знаходзіцца ў Беларусі без магчымасці тваёй падтрымкі. Раскажы, калі ласка. Да, это вообще моя отдельная драма. Есть бабушка еще одна, которой 95 лет, и она уже несколько лет как страдает деменцией. И она живет с мамой, мама за ней ухаживает. И с мамой у меня, к сожалению, ну, всегда были непростые отношения. Я приехала в тот день навестить маму с бабушкой, когда приехала в Минск. К сожалению, все закончилось конфликтом таким очень серьезным с моей мамой. Я очень в расстроенных чувствах тогда уехала из дома, и на следующий день меня задержали. И вообще все это было чудовищно. Все это время, 2,5 месяца, что я провела в СИЗО, я даже не знала, она занимается мной, да, ее ли это передачки, то есть это, ну, ой, блин, это было очень тяжело, не понимать, любит ли меня мама и пытается ли она что-то сделать для меня, когда я попала в такую ситуацию. Ну, благо оказалось, что да, и мы помирились тогда. Через день после моего задержания, беда не приходит одна, моя 95-летняя бабушка в деменции упала с кровати и сломала шейку бедра. И вот с тех пор она, к сожалению, не может больше ходить. Мама за ней ухаживает. Это, наверное, было самое сложное для меня вот принять решение об эвакуации, потому что для меня это значило оставить их там. И, к сожалению, я не могу никак им помочь. Ну, в общем, это тяжело. Як твоє життя змінилося після евакуації, після усіх цих подій? Я не понимаю пока. Серьезно, я все еще в растерянности. Ну, уже не в такой, конечно, как первые дни, когда я выехала. А я пам'ятаю тебе перші дні. Ми тоді побачилися, і просто твій позірк навіть не мог засяродитися на одному місці. Да. Настільки розгубленість була. Сейчас расплачусь. Да, действительно, но на тот момент я еще даже с мужем своим не встретилась, то есть вот это для меня было главное, чтобы мы могли воссоединиться. Это было очень сложно из-за того, что у нас разное гражданство, нас разделяют 1000 километров. А он украинец? Он украинец с просроченным паспортом, ему пришлось пересечь 5 границ, чтобы в итоге до меня добраться, и тоже везде какие-то сложности, трудности, какие-то непредвиденные обстоятельства. Мы встретились уже в Грузии, я прилетела туда для того, чтобы мы могли пожениться и уже дальше двигаться, именно как ячейка общества, чтобы все было документально подтверждено. Тут меня перекрыло еще жестче, вот так как-то сработало. Благо у меня было целых 2 психолога в неделю и еще психиатр, и вот я вот это вот все сразу быстренько купировала. То есть мне показалось, что я позволила себе расслабиться наконец, и все, и прям пошел перекрываться. Но довольно быстро с этим справилась, сейчас лучше. Які потреби найбільш востро перед тобою тепер стоять? Работа.
Моя специальность, мои профессиональные навыки связаны с умением говорить, поэтому мне необходимо переквалифицироваться. И я подумала, что вот в современных условиях, особенно когда ты не понимаешь, что с тобой будет завтра, где ты окажешься, очень круто уметь что-то делать руками, не зависеть от языка, от речи. В общем, я подумала, что будет здорово возродить свою давнюю мечту, мечта моего детства. Я всегда хотела стать татуировщицей. И это замечательное дело, которое как раз, которым я планирую заниматься. На Байсолі акурат адкрыты збор, каб дапамагчы табе рэалізавацца і ўвогуле стаць на ногі. Пра якую суму вынікова вядзецца? Якая сума неабходная, каб вось гэты старт отбылся? Точно уже не могу вспомнить. Там 200 с чем-то тысячи евро мы насчитали. Это включает в себя оборудование для татуировки, ну то есть там все расходники, краски, иглы, кушеточка, лампа косметологическая, ну и так далее, и так далее. А само навучанне? Да, и само навучание. 1200 где-то евро. Ага, то бок это основный кошт. Обучение, да, да. Ну и плюс в идеале, конечно, какой-то кабинет снимать, ну либо обустроить свое жилье так, чтобы там тоже можно было работать. Несмотря на то, что у меня еще нет всего необходимого оборудования для тату, но кое-что у меня все-таки есть. Вот перчаточки, тут иголочки для хэндпока, вазелин для тату. Такие вот иголочки еще красивые есть. А ты сутыкнулася з солідарнасцю, што хто-то цябе падтрымліваў і дапамагаў? Да, конечно, безусловно. Я безумно благодарна инициативам, которые существуют, вроде Михась Help, которые невероятно помогают решать проблемы со здоровьем и помогают с жильем. Огромное спасибо Анне Федоренок. Огромное спасибо вообще за то, что этот шелтер существует, в который белорусы репрессированные, те, кто реально нуждается в помощи, могут приехать и знают, что у них есть место, куда они могут вернуться. Это потрясающая база, который реально дает тебе возможность побыстрее как-то прийти в себя, встать на ноги, решить какие-то вопросы в новом месте, где ты вообще ничего не знаешь. Более того, это место, где ты очень много всякой информации можешь получить, потому что там все такие же, как ты. И ты понимаешь, что и боль твоя, ты не один в мире, ее разделяют другие люди. И много полезного можешь узнать у таких же, как ты. И поделиться тоже, конечно. Дякую, Даяна, за твою гісторыю, за твою такую адкрытасць і за тое, што ты не страціла вот такое жыццядайнасці ў гэтай усёй сітуацыі і прагі да жыцця. Дзякуй, што падзялілася. Я вельмі спадзяюся, што нашы гледачы таксама адгукнуцца на твою гісторыю. Я вельмі спадзяюся, што вы адгукнецеся на гісторыю Дыяны. Каб дапамагчы нашай гераіні, вы можете далучыцца да збору на Байсолі альбо напісаць наўпрост нам з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.